Всем привет, меня зовут Макс. Мы находимся между селом Шурап и Самаркандык. Вот это Кыргызстан, вот это Таджикистан. Смотрите, где мы находимся. Вот она, кыргызско-таджикская граница. Мы проехали почти километр. Вот километр. Сейчас даже больше километра мы уже проехали. Сейчас я покажу, да, вот Туртгульское водохранилище, вот Баткен, вот Исфара. Мы сделали круг по Таджикистану, круг по Казахстану, затем круг по Таджикистану, Памир. И хотели посетить вот это место, Сарыто. Наш путь изначально должен был быть Исфара, Баткен и потом сюда. Но вот здесь у нас есть анклав. Я знаю, что там нерешенные вопросы. Но вот здесь, вот смотрите, опять дорога проходит через территорию Таджикистана. И мы увидели вот здесь маленькую дорожку, решили поехать по ней. В принципе, асфальт есть с ямами. Но смотрите, в чем основной вопрос. Вот это кыргызская территория. Это Исфара-Баткен дорога. Она проходит через территорию этого Таджикистана, Республики Таджикистан. Вот это вот Сарыто. Мы хотим найти окаменелости древние. И решили вот так вот срезать. И смотрите, что получается. Мы еще не прошли никакие посты. На Баткене, вот по дороге на Баткен, вот Кызылбель, мы должны были изначально ехать сюда, потом заехать в Баткен. Но, как вы видите, это большой круг. Довольно большой круг вот до вот этого села. И мы проехали вот столько, почти километр. Здесь нету ни одного военного. Здесь нету ни одного ни военного, ни пограничников. Говорят, таджикские пограничники чуть дальше. Вот здесь вот горы уже, видимо, кыргызские. Вон там вон звезда, и на ней развивается таджикский флаг, насколько я вижу. Отсюда вот такое вот место. Очень красивое. Но вопрос в другом. Где наши пограничники? Получается, вот это кыргызская земля, но она по факту не у нас. Это мой спутниковый телефон Турая. Чтобы не быть голословным и, как бы вот это вот, смотрите, подтверждение, да? Вот, данные о местонахождении включены. Вот мы здесь находимся. Вот видео подтверждение того, что мы находимся на высоте 1208 метров. 40.01, 42, почти 43 северной, и восточной 70, 32, 29, 43. Вы можете вбить это место в Google картах. Вот еще раз, надеюсь, не отсвечивает. Мы не проходили никакой погранконтроль. Вот здесь вот проехала машина с таджикскими номерами. Мы встретили двух ребят местных на велосипедах. И спросили, мы в Кыргызстане или в Таджикистане? Они сказали, вы в Таджикистане. А по факту здесь живут таджики. Вот. Отсюда вопрос. Два вопроса возникает. Где кыргызские пограничники? И, наверное, обращение к 3 службам. То есть к президенту прежде всего с просьбой решить, уважаемый Сооронбай Шарипович. Вы очень активно ведете работу. Спасибо вам за это. Просьба разобраться с этим вопросом с господином Эмомали Рахмоном. Второй вопрос к премьер-министру. Как так получилось? У нас новый премьер, извините, имя не помню. И я не знаю имя, но тут, наверное, еще и вопрос к главе погранслужбы. Где наши пограничники? По GPS, по карте Кыргызстана, у нас есть бумажная карта. Мы по ней тоже сверились, мы находимся уже в Кыргызстане, но мы официально не выехали еще с этого. Постараемся найти любых пограничников любой страны, чтобы решить вопрос, хотя бы узнать. Если нет, то мы поедем в сторону Баткена. Вот. Как-то обидно за нашу отчизну. У нас было много разных
земельных вопросов с разными странами вокруг. Но вот еще один явный яркий пример. Если кто не верит, садитесь в машину, я вам дам координаты, можете проехать и проверить. Мы выехали от села Шураб в сторону села, это в Таджикистане, и мы выехали в сторону села Самаркандык. Джаныбак еще рядом есть, Джаныбак. Вот, и здесь нету поста. Вот эта черная линия означает, что это территория Таджикистана, граница между Кыргызстаном и Таджикистаном. Так, ну тогда это вот так вот надо развернуть. Вот еще раз. Я много путешествую. Вот он, Кыргызстан, Киргизия на этой карте написано. Вот Иссык-Куль, Бишкек, Ош. Вот мы заехали вот отсюда сюда, и ничего не произошло. Вот, прошу максимальный репост, друзья. Что это такое, когда уже решатся все вопросы с границами. Спасибо за внимание, всем пока, путешествуйте. Если увидите такие места, поделитесь, отметьте нужных людей. Пока.